Всем привет, я Гульвира, и сегодня у меня в гостях шоумен и актер Хаджет Смагулов. Здравствуйте, Здравствуйте. Хаджет. Здравствуйте. Вы знаете, в соцсетях о вас очень мало информации. Да. Я искала информацию о вас, и у меня самый первый вопрос, я думаю, что он всех интересует. Вы откуда родом? Все думают, что я чемкенский, кто-то думает, что я вообще тургайский, а кто-то думает, что я астанчанин. На самом деле я парень с Востока. Я семипалатинский парень. Но я никогда не подчеркиваю, никогда не говорю. Если у меня спрашивают, откуда я родом, я говорю, я из Казахстана. Потому что каждый город – это мой дом. У меня в каждом доме есть, как казахи говорят, аттын басын тірейтін жерім бар. Да, куда я могу своего коня остановить. В любом городе. И когда у меня еще спрашивают, елің кім, да, к какому роду? Я хотела тоже спросить. Нет, я всегда отвечаю, хотя я Найман, но я не говорю Найма. Я говорю, алталаштың баласымын. Я уже сказал. Алталаштың баласымын. В мусорку. Пультук. Все, я узнала. Теперь на нашем канале, это и на вашем канале, будет впервые, вообще нигде нету, откуда вы родом и кто вы, Найман. Да. Поэтому мы первые. Да, вы всегда первые. Я так искала тоже информацию о вашем семейном положении. Просто меня даже саму это интересует. Ты понимаешь? Проходим этот вопрос следующий. Я Жалаирка. Я не люблю шутить. Жалаир кажется айыр. Смотрела ваше одно интервью, где вы сказали, что вы бы хотели сыграть в исторической драме. И вот мне интересно, кого бы вы хотели сыграть? Чингисхана, там, Батыя? Нет, я сказал, что я хотел бы сняться в историческом жанре, историческом фильме, но не в драме. Почему-то вот у нас меня немного это как бы напрягает, когда говорят исторические фильмы, значит это драма. Нет, есть и исторические комедии. Но я не... Есть исторические... в исторической комедии? В историческом фильме. И не обязательно там все хотят играть хана, не обязательно хана играть. Батыра. Посмотрите, где тут Батыра. Есть же, допустим, государством управляют во многом не ханы. Бывают визири, да, вторые лица, серые кардиналы. Вот такие. Я актер, вот так вот скажем, второго плана. У меня и фейс актера как второго плана. В главных ролях я не буду смотреться. Я знаю, что вы с детства занимались в театре. Да. И что, в чем причина, что послужило толчком, чтобы вы стали вот тем, кем вы стали? Ну, это очень интересно. Дедушка актер. Нет. Там, Вообще родственники не при делах. Это очень даже интересная история. Мне 13 лет, я очень необузданный, очень хулиганистый, задиристый такой вот, сорви голова, вот такой парень был в детстве. Вот до недавних времен я практически был таким. И просто когда у нас в деревне был театр, народный театр. Тогда в советское время во всех домах культуры, в клубах были народные театры. И каждый год проходились районы, областные, республиканские смотры художественного жанра, вот, да, концерты, смотры. Приезжали специальные комиссии из городов, там, да, с Алматы приезжали, с Семипалатинска приезжали в деревни. Если ты проходишь районный смотр, первый, это в деревне, то тебя отправляют на областной, а областной проходит в городе. Потом, если ты областной проходишь, республиканский. Ну и вот я... Короче, меня поймали сигареты в 13 лет. Я как раз только закурил. И меня сзади клуба, там крыльчики все там были. И, короче, стою, я курю, короче,
И меня поймал режиссер, ныне покойный, мой первый режиссер, человек, который меня пригласил, как бы за уши пригласил на сцену. Он меня поймал, говорит, ты же куришь, а я, блин, взял сигарету. Не знаю, как я ее спрятал, но он потом не нашел, я сам не нашел эти сигареты. Как я спрятал, я сам до сих пор не могу. И он не смог мне доказать, что я курил, а я смог доказать, что я не курил в 13 лет. И он на меня смотрит, ты такой, смотри, я же аж верю, ну я же видел тебя сигаретами, а почему я тебе верю, что ты не курил? И он, пойдем ко мне. И вот первый человек, который меня пригласил на сцену, показал, что такое театр. И моя первая роль была там Ташабала. И я играл вот этот Ташабала. А потом у меня пародии пошли. Кем вы там были? Ташабала, сказка сама по себе, Вы за были себя говорит. первым. Да. Значит, вы можете быть первым? Я всегда первый. Я говорю, я актер второго плана. Как понять второго плана? Ну смотрите, вот Чем есть отличается? главный киногерой, допустим, да, в фильме. Допустим, вот это героиня, это, допустим, Гульбахор Хасан, допустим, или вы, да. Обычно киногерои, первый жанр, главной роли, они всегда правильные. У них своя линия. Второй план, который зажигает все время, которого ждут все время, когда он выйдет. Понимаете? Когда же он выйдет? Смотри, вот сейчас порвет, смотри, вот сейчас, смотри. Вот так вот сидят, когда на меня смотрят. И мне это кайф. Не знаю. Вы активный пользователь соцсетей. Да. У вас в Инстаграме 20 тысяч подписчиков. Не надо, что я вам плохого сделал? 225 тысяч. 220 тысяч подписчиков, 17 тысяч подписчиков у вас в ТикТок. Это на одной странице, у меня их две. Вот, ну я одну, видимо, только нашла. И я хотела бы спросить, вы сами ведете или у вас СММщик есть? Просто мне Нет, интересно. у меня есть мой родной младший брат. Кстати, вот он сидит. Смогув Алим Серикович, прошу любить и жаловать. Он у меня мобилограф. Он у меня помощник мой водитель. Принеси, подай, иди нафиг, не мешай. Все в одном лице, я без него, как без рук. И есть еще администратор Азамат. Я хотела спросить, вообще ваша публичность, она в личной жизни вашей не мешает? Мешает очень. Мешает? Наверное, вас одолевает поклонницы. Как говорят, искусство требует жертв. Искусство требует жертв. Да, бывает, мешает. Но мы же сами выбрали эту жизнь, никто нам ее не навязывал, правильно? Вообще, многие думают, что жизнь актера, жизнь известного человека, деятеля, любого, хоть он в политике, хоть он в культуре, где бы ни было известность, за известностью идет огромнейшая работа, огромнейший труд над собой, с людьми. И когда думаешь, что по экрану видит, думает, у него все хорошо, а на самом деле это не так совсем. Мы-то, актеры, хотим показать то, что хотят люди, а что у нас внутри, это же никто не знает. И не все же у тебя фанаты, не все любят твое искусство, твою работу. Есть и негативщики, как говорят, хейтеры. Да? Хейтеры же это хорошо. Нет, это хорошо для тех, кто не может подняться. За счет хайпа подниматься, это, думаю, неправильно. Это, я вообще не думаю, что правильно человек, когда поднимается за счет хайпов, за счет хейтеров, это как бы вот 9-этажное здание, и ты поднялся по лифту. Я вот так считаю. Понятно. Человек должен подниматься по лестнице. Какие сложности в актерской жизни? Немножко расскажите. Нет, Какие сама там по себе бывали? профессия актера, она сама по себе сложная. В чем? Она очень... Ну, во-первых, вы знаете, да, что у актеров часто бывает, что не бывает семьи. Или бывает хрупкая семья. Потому что ты практически себе не принадлежишь, ты семье не принадлежишь, когда ты актер, понимаете? Как у вас? Как у меня. А, вы холостой Есть. все-таки. Нет, я вообще говорю за жизнь актеров. Вы спросили за актеров, да? Вот я отвечаю как актер. Все хорошо. Вы
ответили, как Нет, актер. я за счет актера говорю. Это очень сложно. Все хотят быть актерами, известными, но думаю, что это все так легко. Всегда чем-то жертвуешь. Всегда, всегда. Вплоть до семьи. Скажите, пожалуйста, чтобы, ну, не все, наверное, знают, в каких вы фильмах снимались. Я, например, знаю, что вы снимались в фильме «Бизнес по-казахски», и все. Нет, там есть очень много фильмов. Допустим, есть фильм «Базаржок, Мексика». Базаржок. Мы снимали в Мексике, это 19-й год. Очень классный фильм. Но она в прокате не прошла. Почему? Потому что в 2020 году мы должны были запустить, а в 2020 году весной началась, карантин начался, и поэтому вот этот фильм не прошел. Так хотел как пройти, Где но увидеть его можно? в Иви можно увидеть. Иви. Плюс к этому в этом году уже собираемся осенью, в октябре, наверное, снять вторую часть этого фильма «Базаржок. Вьетнам». Во Вьетнаме вторую часть будем снимать. И есть очень много сериалов, которые вот «Толкун Сезим» мы очень сейчас второй сезон уже начали снимать. Вот тоже одна из самых сильных сериалов на телеканале «Казахстан». О чем там? Ну, там это драма. Я первый раз в драме снялся, но так, опять же таки, там у меня всегда роли балагура, прикольщика. Я там водителем снимался одного богатого человека, где это богатая семья, так, драма происходит. Ну, там у меня как бы и своя линия, своя драма. У меня там жена беременная, ребенка теряет. Но я как бы там тоже фильм драма, но у меня роль как бы пофигиста, высекший такой. Вот такой. А почему вы постоянно то во Вьетнаме, то в Африке? Завидуете, да? Какие выбираете интересные страны для съемок? Завидуете, То в да? Африке бегаете. Завидуете, да? Завидую. Молча завидовать надо, молча. Что пожелаете молодым актерам начинающим, которые вам на пятки сейчас наступают? Чистить зубы по утрам, чтобы были чистые зубы, красивые, как у нее. Да. Что вы говорите? Что пожелаете молодым актерам, которые наступают вам сейчас на пятки? Вот, честно сказать, мне никто на пятки не наступает. Вообще? До меня как до Китая во вьетнамской позе. Расскажите, пожалуйста, а в каких фильмах вы сейчас снимаетесь? Ну, мы отсняли уже 2 фильма в этом году с Тайгер-фильмом, действительно. Сейчас Тайгер-фильм очень сильно раскрутилось. По несколько фильмов сразу снимает. И один из таких фильмов — это мистический драмеди. Это драма с комедией. Мистический драмеди «Баттер из прошлого». А вы там в мистической драме? Я играю. Там, короче, «Баттер из прошлого» — это 16 то ли 14 века, Золотой Орды, и Эльше попадает случайно в наше время к своему потомку, 21-му потомку дома, он, оказывается, просыпается. И там вот начинается. А я тут бывший бандюган 90-х, сейчас как бы оставил себе бойцовский клуб, устраивал бои, бандит просто. И вот у нас стрелки пересекаются, и там, ну, там очень есть смешные моменты, и есть, мы затрагиваем там проблемы, которые сейчас действительно у нас есть в жизни. Это про вот эти курганы, про тюркские курганы, которые разоряют сейчас, да? Очень много там насчет Золотой Орды в прошлом, и сейчас с этим Золотая Орда, вот Алтын Орда, да? Рынок. Там очень смешная, запутанная и очень история, но конец фильма очень хороший. Наши победили. Наши победили. Да. А второй фильм — это уже, я имею непосредственное вмешательство этого фильма от начала до конца, от начала фильма, от написания сценария,
Менің үйім қайда. Я там в одном из главных ролей, там, как всегда, Жамбай Жамбаев у нас тоже в главных ролях. Мой друг, мой брат, мастодонт казахского кино. Там тоже актуальная тема мошенничество. Сейчас у нас очень много мошенников, к сожалению, в Казахстане. Тем более в Алмате. Там три семьи покупают один дом. И у каждого думает, что он прав, а в оконцовке выясняется, что они все трое не правы, потому что они купили у мошенников подложными документами, оказывается. А этот хозяин где-то за границей, и он когда приезжает, там, оказывается, что... Ну, там вот, весь фильм в одном доме во дворе, там очень смешной фильм. И я там играю Наймана. Потому что фильм начинается как? Встретились как-то в одном доме, алматинец, Ахтауский и Найман. Так это начинается. Да. Потому что алматинец — это профессор, который всю жизнь собирал деньги на такой дом. А Ахтауский, он тачку толкал на базаре, а супруга ее там посуду мыла в кафешках на базаре. Потом сами они поженились, вот так подняли, и у них кое-какие-то деньги собрались, чтобы купить этот дом. И Найман, который везде, где деньги ходят. Если надо Тимир-базар, если надо автобазар, если надо Мал-базар, везде бабки делает. Он там, где деньги. И он так тоже собрал, думал, что его никто не обманет, а в концовке выяснил, что его тоже обманули. Ну, фильм потом тоже хэппи-эндом заканчивается, очень хороший, очень смешной. А фильм. когда он выйдет в прокат? «Менің үйім қайда» выходит 17 августа во все кинотеатры Казахстана. А «Батыр из прошлого» в декабре, в конце декабря выйдет. Очень два фильма очень крутых будет. Так что приходите. Когда я обязательно посмотрю, как обманули Наймана. Советую посмотреть именно это. Сегодня с нами был самый лучший, самый позитивный. Я вас считаю позитивным. Это мое личное мнение. И она правильная. Хажет Смагулов. Спасибо вам большое. Я очень рада, что мне так повезло. Я узнала сегодня, что я такая крутая, что бесплатно у вас взяла интервью. Да. Я счастлива и гордая. Я вы счастливы, потому что вы пригласили меня бесплатно? Я счастлива, что вы, оказывается, так дорого стоите. Вы очень дорого. И вообще вас очень трудно... А вы знаете, что дружба дороже? Давайте с вами дружить. Сколько вы мне дадите? И на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш эфир. Де-факто FM. Спасибо, что выбрали нас.